Ученый Северной Осетии получил грант президента Российской Федерации. И почему жители Владикавказа недовольны состоянием Кировского моста? В эфире новости на канале Осетия. В студии Алексей Сманин. Здравствуйте. Отметили с размахом. 80-летний юбилей известной балерины Светланы Адырхаевой прошел в Академическом Большом театре в Москве. Поздравить Светлану Зантимировну с юбилеем приехала и делегация из Осетии. Детский футбол под присмотром профессионала. В Беслане прошел второй турнир имени Алана Дзагоева. За ходом игры звезда российского футбола следил за зрительских трибун. Факультету осетинской филологии СОГУ исполнилось 95 лет. В честь этого в стенах вуза прошел праздничный концерт. А Вячеслав Витаров вручил награды отличившимся сотрудникам. Знаменитая балерина Светлана Адырхаева накануне отметила юбилей. Звезда отечественного балета, она танцевала в одно время с Плесецкой, Стручковой, Тимофеевой, Максимовой, Бессмертновой и Сорокиной. Ее выступления не оставляли зрителя равнодушным, а Галина Уланова не раз подчеркивала ее редкую сосредоточенность на творчестве. Сегодня Светлане Зантимировне 80 лет. Чтобы поздравить артистку с юбилеем, в Москву съехались ее ученики и поклонники. Репортаж наших корреспондентов. Юбилейный вечер народной артистки Советского Союза, прославленной балерины Светланы Адырхаевой, собрал близких, друзей, коллег, учеников. Многие годы наша землячка была примой балериной ведущего театра страны. Теперь она балетмейстер-репетитор. Ее имя включено во все балетные энциклопедии мира. Под ее руководством растут лучшие артисты Большого театра. Столько энергии, столько сил, такое трудолюбие. Вот она для меня является на самом деле источником вот такого... не только вдохновения, а источником какой-то веры в будущее. Поздравить Светлану Адырхаеву с юбилеем прибыла делегация из Осетии. В ее составе Вячеслав Витаров, Анатолий Бибилов, Махарбек Хадарцев и многие другие. День рождения прославленной балерины, по словам главы Северной Осетии, это важная дата не только в истории мирового балета, но и в жизни республики. Переполняют чувства гордости за нашу маленькую республику, которая может быть территориально маленькая, но по числу выдающихся людей, я думаю, не уступает самым большим народам и самым большим территориям. Мы сегодня опять в этом убедились. Столько людей, которые радуются и приветствуют Светлану Зантимировну. Глава республики сообщил залу приятную новость. Светлане Адырхаевой присвоено звание почетного гражданина города Владикавказа. А президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил балерине орден дружбы. Сама же виновница торжества даже во время концерта в свою честь ни на минуту не забывала об учениках. Наша профессия, она очень сложная. И для того, чтобы добиться чего-то по-настоящему, надо без остатка полностью себя посвятить этой профессии. Потому что так, шаляй-валяй, ничего не получится. Юбилейный вечер прославленной балерины на сцене Большого театра прошел с оглушительным успехом. На сцене партии из балетов, которые когда-то исполняла сама Светлана Адырхаева. И продолжает до сих пор, даря большой сцене Большого театра очередного мастера танцевального искусства. Юрий Кулов, Алана Тумаева, Новости Осетии. Схему территориального планирования республики председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев обсудил с разработчиками. Во встрече также приняли участие представители Министерства экономического развития республики, Министерства строительства и архитектуры, специалисты из Ростова-на-Дону. Сотрудники Южного градостроительного центра разработали схемы территориального развития для 8 российских регионов. Наша республика не стала исключением. Участники встречи поговорили и о новациях. Одна из них касается создания Центра поддержки принимаемых решений. Таймураз Тускаев отметил, что важно довести запланированные мероприятия до практической реализации и стремиться к достижению высоких показателей. Участники встречи пришли к выводу, что между органами власти республики и ростовскими специалистами уже сложились прочные деловые отношения. Такие контакты планируют развивать и в дальнейшем. Только совместными усилиями с привлечением научного сообщества удастся повысить качество управления территорией. Финансирование этих
Сроки приема документов на получение грантов для развития животноводческих ферм изменились. Теперь заявку можно будет подать с 13 по 26 июня, а не с 14 по 25 мая, как было запланировано заранее. Напомним, что начинающие сельхозпроизводители могут подать документы в профильное министерство и претендовать на грант в рамках республиканской программы. Средства будут выделены из местного бюджета. Максимальная сумма может составить 30 миллионов рублей, но не более 60% от затрат фермерского хозяйства. Министерство, наше отдело, наши сотрудники оказывают помощь консультационную всем, кто собирается представить документы на конкурс и участвовать в нем. И эта работа проводилась уже и в апреле месяце, и в мае месяце. Естественно, она будет проводиться и по 13 июня тоже. И к другим темам. Мосту на улице Кирова уже около 80 лет. Он находится в самом центре Владикавказа и каждый день выдерживает огромную нагрузку. Не так давно горожане забили тревогу в социальных сетях. Говорят, реконструкция была проведена менее года назад, а металлические элементы одного из участков моста уже успели расшататься. В ситуации разбиралась моя коллега Алана Томаева. Не так давно в сети появилось видео с расшатанными элементами моста на улице Кирова. Это детали деформационный шов. Он необходим для уменьшения нагрузки на конструкцию и гашения вибраций от машин. И он действительно расшатан. Ответственное ведомство объясняет, во время ремонта дорожного полотна в прошлом году шов попросту не заменили. Он не был заменен в ходе ремонта, потому что это повлекло бы дополнительные работы и дополнительные затраты, соответственно, увеличение стоимости объекта около 1,5 раза. Мы уже связались с подрядной организацией, они готовы за свой счет устранить выявленные недостатки. Конкретных сроков нет, но я думаю, это в течение 1 недели будет устранено. Ремонтные работы проводили на мосту весной прошлого года. Заменили дорожное полотно и тротуарную часть. На этом ограничились. Специалисты уверяют, есть вещи, на которые стоит обратить большее внимание, нежели деформационный шов. Элементы дорожного покрытия Кировского моста, как говорят эксперты, абсолютно не влияют на его прочность. Специалистов смущает другое. Опоры моста говорят о том, что его давно пора реконструировать полностью. В прочности действительно сомневаться не стоит. Мост предполагался быть трамвайным, поэтому выдерживает сверхнагрузку. Основание его, несмотря на срок эксплуатации, сохранилось. Но важные детали уже покрылись ржавчиной. Некоторые конструкции уже коррозировали вследствие того, что они находятся в открытом воздухе. Ну, насколько опорные части пришли в какое-то нерабочее состояние, это нужно будет оценить после обследования самих конструкций. Но я думаю, что они тоже пока находятся в удовлетворительном состоянии. Но есть некоторые визуальные дефекты, которые наталкивают на мысль, что мост нужно как минимум провести на нем капитальный ремонт. Мост сдали в 40-х годах прошлого столетия. С тех пор, говорят специалисты, капитального ремонта или реконструкции не было. И несмотря на то, что мост в принципе отвечает требованиям безопасности, ждать не стоит. Своевременную профилактику никто не отменял. Алана Томаева, Артур Габуаев, Ибрагим Чочи, Владислав Туаев. Новости Осетии. Ну а сейчас настало время тем, которые являются главными в повестке федеральных СМИ. Об этом нам коротко расскажет Белла Бекоева. Белла, здравствуй. Ну и что происходит в стране и мире? Алексей. Открытие автодорожной части Крымского моста и проект иркутских ученых по разведению гибридов байкальских рыб. О том, что обсуждали сегодня в федеральных СМИ, уже через пару секунд. 15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив. В торжественном мероприятии примут участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов. Отметим, что строительство завершили на полгода раньше запланированного срока. Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон будет запущено утром 16 мая. Демонтаж сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове начнется завтра.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Отметим, что собственников у здания около 40, но основной – это Кемеровский кондитерский комбинат. Собственник уже дал согласие на передачу здания властям города. В то же время собственники помещений просили власти не сносить часть здания «Зимней вишни», которая не сгорела. По словам бизнесменов, участников инициативной группы, многие из них брали кредиты в банках и вкладывали свои сбережения. При этом предприниматели готовы были вложиться в реконструкцию здания, а также организовать на прилегающей территории парк с монументом в память о погибших. Напомним, пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. Ученые Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук разработали проект по созданию гибридов байкальских сиговых рыб, перспективных для товарного рыбоводства. По словам авторов, проект экологически безопасен. Его основная идея состоит в том, чтобы вырастить вкусную и полезную продукцию в искусственных условиях, не нанося ущерба экосистеме Байкала. Самым перспективным в плане рыборазведения ихтиологи называют гибрид переди и байкальского сига. Результатом проекта станет разработка технологии селекции получения товарной рыбы, вес которой достигнет от 500 до 800 граммов в первый-второй год жизни, а также биоматериала для выращивания гибридов. Алексей, на этом у меня все. Будем дальше следить за главными федеральными новостями. Хорошо было, спасибо. Напомним еще раз, что это были главные темы, которые сегодня обсуждали федеральные СМИ. Мы возвращаемся к событиям республики. Дмитрий Поляков, математик из Осетии, получил грант президента России для молодых ученых, кандидатов наук. Наградил исследователя председатель правительства Таймураз Тускаев. Денежная награда составляет 600 тысяч рублей, и выплачивать ее будут 2 года. Добавим, что Дмитрий Поляков занимается фундаментальными исследованиями в области математической физики. Работает на базе Южного математического института Владикавказского научного центра. Он считается одним из лучших и передовых на Кавказе. Таймураз Тускаев отметил необходимость развития научной деятельности в нашей республике. Важно не только поддерживать уже состоявшихся исследователей, но и готовить большее количество ученых. Сам же ученый отмечает, для тех, кто хочет действительно развивать научные исследования, в Осетии есть все необходимые условия. Математика, в частности, в Северной Осетии находится на лидирующих позициях, как в стране, так я не побоюсь сказать, в мире. И весьма, собственно говоря, благоприятный прогноз на будущее. Я убежден, что все будет развиваться и в нужном направлении. Факультет осетинской филологии СОГУ отметил 95-летие. Праздничное мероприятие состоялось в концертном зале университета. В торжестве принимал участие и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он поздравил работников факультета, поблагодарил их за вклад в развитие осетинского языка и вручил награды. Так, декан факультета Борис Козиев был отмечен медалью во славу Осетии. Званий заслуженных деятелей науки, заслуженных работников образования и почетных грамот республики были удостоены и другие работники факультета осетинской филологии. Вячеслав Битаров отметил, что основная задача факультета – подготовка учителей и специалистов в области осетинского языка и литературы. По словам главы, республика будет всячески способствовать развитию этого направления. На мероприятии был также гость из Абхазии, переводчик осетинской лиры Костахи Тагурова на абхазский язык Геннадий Аламия. Его также отметили медалью во славу Осетии. Сегодня праздник не только на факультете осетинской филологии и Северо-Осетинском государственном университете. Сегодня праздник во всей Осетии, как на юге, так и на севере, потому что это день рождения, это юбилей, я не побоюсь этого слова, осетинской культуры. Знаменательно, что этот юбилей приурочен к Дню осетинского языка и литературы, который состоится 15 мая. Не зря выбрали эту дату, это дата выхода осетинской лиры Костахи Тагурова. Открытый чемпионат по спортивным бальным танцам «Магия танца-2018» прошел накануне во Владикавказе. Во Дворце детского творчества, где прошел фестиваль, собрались свыше 120 пар. В чемпионате приняли участие танцевальные клубы из всего Северокавказского федерального округа. Владикавказ представляли 3 команды. Цель мероприятия – показать то, чему дети научились за год, и повысить уровень мастерства танцоров. В чемпионате приняли участие как дошкольники, так и ребята-профессионалы. Добавлю, что совсем недавно в Москве состоялся всероссийский турнир, где пары из Владикавказа заняли призовые места. 2 из них первые. Эти дети уже организованы, у них есть спортивный дух, они болеют за то, что они делают, есть какая-то ответственность, то есть это их организует детей. Я считаю, что мы так думаем, что это очень хорошо, что дети вот с малых лет приобщаются, во-первых, к красоте, к спорту, и учатся в организованности.
Ну а тем временем в Беслане прошел второй футбольный турнир имени Алана Дзагоева. В этот раз, как и в прошлый, на поле вышли ребята 8-9 лет. Однако в этом году команд поприбавилось. В турнире принимают участие юные футболисты из нескольких соседних республик и регионов. Как игралось начинающим спортсменам в этот раз и какая из команд в итоге стала сильнейшей? Об этом в репортаже Гидреты Албеговой. Последние наставления от тренера и на поле – защищать честь своей команды, обойти противника, сохранив при этом мяч и загнать его в ворота. Сегодня необычная игра. За матчем с трибун наблюдает знаменитый футболист Алан Дзагоев, поэтому выложить все силы на поле особенно важно. Они хорошо играли, сильные соперники, все равно у нас стоял хорошо вратарь. У них вратарь тоже хорошо стоял. Они сильно играют, они всегда по ногам бьют. И их тренер хорошо тренировал. Я 4 года занимался футболом, и они тоже молодцы. Это их первый подобный турнир. Ребятам всего по 9 лет. Но это как раз тот возраст, когда юные спортсмены должны начинать участвовать в турнирах и получать игровую практику. С такими сильными соперниками можно не просто продемонстрировать свои умения, но даже повысить уровень игры. Мы уже дома провели такой турнир, был дивизион Будунова. Здесь Алан Дзагоев нас пригласил. Это первый турнир детей 2009 года рождения. Это у них, можно сказать, первые игры, такие турниры, где они получили путевку, первые 2 месяца получили путевку в Анапу на турнир. Для детей, да, это праздник в первую очередь. У нас в Дагестане не так много таких хороших соперников, где мы здесь столкнулись в финале с Бесланом, очень хорошая команда. Такие игры, дети будут только расти от таких турниров. В этом году участников турнира больше, чем обычно. 10 команд борются за звание лучшего. Это спортсмены из Беслана, Владикавказа, Нальчика, Махачкалы и Сентуков и Цхинвала. В финал вышли команды из Беслана и Сентуков. Игра напряженная, уступать никто не хочет. После равного счета победители определяют в серии пенальти. Лучшей стала команда из Беслана. Символично, именно здесь начинал свои первые шаги в футболе сам Алан Дзагоев. То, что даже в финале Анжи проиграл, были слезы на глазах, и я сам через это проходил и не раз. Это уже хорошо, то, что есть слезы, им не безразлично. И это даже лучше, если бы они спокойно отреагировали на это. Значит, где-то что-то. А тут ребята с характером, все-таки и слезы были, и все. Нужно работать, будущее есть, но нужно работать. Это ни о чем не говорит. Они сейчас могут выделяться через 2 года, если они перестанут тренироваться и должным образом относиться к футболу, то ничего не получится. Победителей награждают в торжественной обстановке. Кубок, медали и ценные призы им вручает Алан Дзагоев. По правилам, теперь команды, занявшие первые 2 места, представят свою республику на Кубке чемпионата детской футбольной лиги «Большие звезды светят малым». Гидреты Албегова, Аслан Тебиев. Новости Осетии. Ну а во Владикавказе прошел открытый чемпионат и первенство республики по легкой атлетике. Соревнования, которые были посвящены ко Дню Победы, прошли на стадионе «Спартак». По словам директора школы Олимпийского резерва Владимира Куликова, это первые соревнования на спортивной арене за последние 22 года. Чемпионат проходил в 2 дня и собрал участников от 13 до 18 лет. Отметим, что наряду с местными спортсменами на состязания приехала и команда из Южной Осетии. Правда, погода внесла свои коррективы в программу чемпионата. Некоторым спортсменам свое мастерство и волю к победе пришлось доказывать под проливным дождем. Но, как оказалось, не зря. Соревнования выявили победителей и призеров в беге, прыжках и толкании ядра. А некоторые участники стали даже кандидатами в мастера спорта. Да это даже не обсуждается, что им нужно заниматься спортом. Вот таких стадионов нужно в каждом селе иметь. По масштабу, может, не такие небольшие, но я имею в виду площадки, бассейны, стадионы, спортзалы. Вот куда нужно молодежь привлекать. И последнее. Завтра наш телеканал посвятит весь эфир осетинскому языку. Сетка вещания составлена так, что практически все программы герои будут говорить и рассказывать о нашем родном языке. Ко Дню осетинского языка на нашем телеканале в минувшую полночь стартовало СМС-голосование. Мы решили выяснить, кто или что поможет спасти осетинский язык. Сейчас вы видите на экране те вопросы, на которые вы можете ответить, отправив СМС на указанные номера. Каждый вариант ответа означает, что вы сторонник той или иной представленной версии. Максимальная стоимость
стоимость одного сообщения 10 рублей 62 копейки. Добавлю, что вопросы для СМС-голосования мы покажем и в следующих выпусках новостей. Если вы не успеете их посмотреть, то весь срок голосования они будут доступны на нашем сайте iriston.tv. На этом наш выпуск новостей подходит к концу. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи.